Почему я говорю шепотом? Потому что мне не хочется нарушать того спокойствия, той тишины 3 июня, раннее утро. И у нас наконец-то вроде бы как наступило лето. Прошли холода, относительно стало тепло, но сегодня днем будет потепление. Уже тепло, уже солнышко светит. Нет того северного ветра, который нас морозил уже дня 3-4 в последнее время. Едем, друзья, на утреннюю проверку. Белый нас провожает. Да, белый. Провожает нас белый. Мой хороший провожает. Папа сейчас съездит на рыбалку и привезет нам рыбки опять. Вчера вечерней проверки не получилось. Был выезд в райцентр. Был номерок к зубному. Наконец-то с марта месяца в зубной мы съездили. Зубы вылечили. Огромная благодарность просто стоматологу Мамонтовой. Вылечила зубы. Просто я сидел в кресле, я даже не почувствовал, как делают обезболивающий укол. Я даже не почувствовал, как все было безболезненно. Все мы знаем с детства, что походы в зубной кабинет это сопровождаются там болью, неприятными ощущениями какие-то. Все было четко, все было отлично. Пломбы я 2 поставил. Зубы, конечно, уже почти кончены, но скоро будем, если получится, дай бог, поставим коронки и, может быть, спасем даже их. Ладно, были еще дела. Приехали поздно вечером. Собрался выехать, был собачий холод вчера вечером. Но все-таки решил отложить, во-первых, потому что было уже темно. Во-вторых, просто сильно хотелось спать. В-третьих, был не загружен ролик. В-четвертых, это было бы темно и ничего не было бы видно. Не было видно. В общем, поспали 4 часика. И спешим на Печору. Спешим, потому что уже где-то больше суток продольники не проверены. Да, белый? Белый нас провожает. Потому что знает, когда папа идет на речку, значит, папа скоро принесет вкусняшки. Проснулся, кстати, от звука лодочных моторов, которые уже ездили по реке и проверяют, скорее всего, продольники, рыбачат, живут. Вон завелась бензопила, что-то кто-то пилит, деревня потихонечку просыпается. Ну а летом по-другому нельзя, летом все встают рано. Встречаемся на реке. Гляньте, друзья, как до неузнаваемости изменился наш берег, наша пристань. Когда мы начинали рыбалку, вода была вот до сюда. Помните, да? Помните, я говорил вам, что здесь останется только озеро. Вот это озеро. И нам придется немало попотеть, чтобы выехать теперь на Печору, потому что берег закрылся. Лодку придется перетаскивать. Так что теперь уже точно до свидания, эта пристань. Приехал сюда вчера опять, потому что вода немного прибывала. Я смог сюда заехать. Теперь уж точно до свидания, эта пристань. До свидания, наши лягушки погибшие. Нерожденные лягушки. Хотя хрен его знает. Может быть, что-то и выживет отсюда. Но вряд ли. Но лягушки плавают. У лягушек любовь. Лягушки плодятся. Лягушки еще выложат не одну партию икры. В общем, все. Уезжаем. Уезжаем. Сталкиваемся. Вытаскиваем лодку. Там вот на перешейке уже воды нет. Придется попотеть. Ничего страшного. Не привыкать. Поехали. Ну вот и все. Кончилась наша водичка. Пока еще нам получается толкаться. Но скоро походу придется. Я еще сегодня одел маленькие сапоги резиновые. Не
ожидал, что такой спад воды резкий будет. Потому что позавчера вечером, когда я ставил лодку, воды тут было еще нормально. Вода скаканула вверх. Это, видать, было от дождей. И как мы видим, очень-очень быстро она опять упала. Летом здесь все пересыхает. Остается там вот только небольшое озеро и все. Но там водятся караси даже. Кто-то даже их пытается ловить, там ставят сетки. Вообще. Ну все. А-ля улёг. Кто-то вот уже перетаскивал лодку, видно, по траве. В принципе, не так-то и страшно. Перетащим, просто короткие сапоги были бы длинные, я бы даже не парился. Слез бы да перетащил. А так можно будет набрать. Опоздал. Если вчера вечером, наверное, бы еще получилось у меня здесь выехать. Все. А сапоги-то короткие. А грязи-то тут достаточно. Вот немножко перетащить-то и надо. Хоть раздевайся. Блин, хотя бы по колено были бы сапоги. А так. Так я сейчас наберу, наверное. Опа, уже набираю. Ладно, раздеваемся. Ну вот, наконец-то мы выбрались на берег Печоры. Как мы видим, берег уже появился. Скоро здесь будет большой обрыв. Метра 3, наверное, 4 где-то, наверное. Вода еще больше упадет. А здесь будет все глухой берег. Вот как мы видим, след от лодки. Пришлось изрядно попотеть, потрудиться, потолкать. Но даже не раздевался. Немножко, конечно, испачкался. Но это все мелочи жизни. Дернул меня черт, всегда хожу в броднях, в сапогах. Сегодня пошел в коротких сапожках. Хорошо еще калоши не надел. Тут бы точно бы пришлось мне по пояс. Все, теперь точно поехали. Одна свечка. Как мы видим, продольники изрядно подсохли. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сосед добавил продольник по ходу. 3, 4, 5, 6, 7. Было 6, стало 7. Ну, что? Осталось у нас что-нибудь? Нет. Сейчас все зависит от того, как сильно зацепился яйц. Хариус-то, скорее всего, останется. А вот язи, большая часть по-любому уже сорвалась.
Вон, и когда мелководье, что еще фигово. Вон, они как запутывают. Так, что? Смотри, что-то вроде бы даже еще и есть. Вот вижу ерша. Что, вытаскиваем? Нет, сделаем все как положено. Вытащим груз, а потом уж вытащим продольник. Здесь видно сразу, что была рыба. Рыба запутала. Когда мелководье, она течение слабое, рыба гуляет и запутывает вокруг основной лески. Так. Что-то там даже еще и осталось. Ёрш Петрович. Но это не ёрш, путал по-любому. Так, ну все. Все распутали. Вон видим дно уже. Это, естественно, продольники надо будет опять выносить на середину. Ну, смотрим, что у нас там сохранилось. Это, естественно, вот наш ёрш с икрой. И там что-то есть. Язь. Там есть язь. Блин, сачок не приготовил. Твою дивизию. Ладно, поплавай еще. Мало поплавал. Как так-то, а? Вот это да. Вот это я дал стране угля. Язёк там больше суток болтается, я его еще заставляю плавать. Вот он, вот он. Ну, идешь, не идешь, сачок? Не. Видать, был мой. Видать, язёк был мой. Не ушел. Остался. И мы его поймали. Ну вот. Начало есть. Вот такой вот язёчек. Уже не без улова. Посмотрите, как сильно упала вода. Уже видать вот дно. Тут, наверное, 1-1,5 воды всего осталось. Вот там пакет, который на деревьях. 2,5 метра, наверное, он от земли. А суша уже выше получается. Вода была до этого пакета. Это 3 метра. 3-3,5 метра уже упала вода. Конечно, продольники надо проверять чаще. Но вчера мне было некогда. Вчера мы ездили. Вчера мы ездили в Троицк. Только не говори, что под мотор ушел. А он ушел под мотор. Он под мотором, собака. Блин. Все. Что-то еще даже и осталось. Вижу язя. Опять же на крайнем крючке. На последнем крючке. И зацеп. Об кусты. Ну, удачно освободили. Вот он, вот он, вот он, вот он. Вот он, друг, ползет. А когда солнечная погода, ох, он как сачка боится.
Он мой. Хороший ясь, смотрите, друзья. Он просто красавец. Вот он, вот он. Вот он какой. Кабанчик. О, отлично засекся. 2. Вот. Потихоньку, потихоньку наберем. Вот это упала водичка. А у нас еще что-то есть. А у нас это еще и язёк. Дойдешь, не дойдешь. Но хватит, хватит, хватит. Ты должен был уже устать за такое время. Опа, там еще один. А, там хариус. Вот он плывет. Ладно, поплавай пока. Пока поплавай. Сейчас мы с этим дружком разберемся. Дружбаном. Так. Ну что там? С тобой мы разобрались. А того мы, наверное, без сачка вытащим. Где ты? Где-то мой дружочек, харюзочек. Блин. Без сачка, вот он. Слабо зацепился. Ну, видать, был мой. Так, что-то есть. Кто-то еще и остался. Язёк запутал все. Так. Как-то вот так. Как-то вот так. Как-то вот так. И последний штрих как-то вот так. Один ёж, один язёк. Оп, и ушел. Чуть-чуть тебе не повезло, друг. Так. Здесь у нас тоже язёк остался один. Язёк. И там еще кто-то сзади вроде мелкий дергает. Походу харюзок. Так, ну что получится, у нас нет. Взять язя. Вот он. Хорош ясь. Попробуем сзади. Взяли. И там хариус. Опа. Блин. Сачок. Твою мать. Ах, сачок. Подвел сачок. Так, идет операция по спасению хариуса.
Навряд ли. Он уже очухался. А был бы сачок, можно было бы сачкануть. Ну ладно. Так. Камера долго включалась. Проверяем продольник. И видим, что здесь сидит один хариус. И за ним сразу второй. И дальше третий. Так, этот зацепился почему-то за глаз. Второй у нас классический. За рот. То бишь не смотрел, а кушал. Так, видим хорюска. И там видим язя. Этого хариуса кто-то порвал. Щука, наверное. Так. Пойдешь. Пойдешь. А где ты? Вот он уже где. Раз. Попался язёчек. Язёчек, дружочек. Так, ну-ка, что у нас с хариусом? О, порвала щука как. Ну ничего, коту пойдет, не пропадет. Пойдешь. Котик или собачка? Не, дам коту. Белый меня провожал. Белый ждет от меня вкусняшки. Так что сегодня будешь, Белый, кушать хариуса. Так, ух ты, вот это язь. Здоровый, сильный. И за ним второй. Так, этого взяли. Там второй не меньше. И второго взяли. Два кабанчика. Как они переливаются на солнце. Красота. Вот раз кабан. А этот вообще кабанелла. О. Тихо. Я знаю, что ты сильный. Зацепился хорошо. Вот он, друзья, какой мощный. Ого. Под килограмм, наверное, будет. Но к 900 точно грамм. Ну вот. Потихонечку улов растет. И это радует. Что-то есть. И это что-то похоже на язя. Ага, вот он. Язёчек. Видит лодку. Пытается сопротивляться. Ну, ладно, давай с тобой по-честному. Иди сюда. Раз. Иди сюда. Два. Без сачка.
А второй-то в лодке сошел. Ой, в ведре. Ну что, я отдал вам шанс. Играл в открытую. Значит, вам не повезло. Значит, мне повезло больше. Да, яйцки? Ну вот, потихонечку улов растет, и это радует. Погодка шепчет. Лето, походу, все-таки в нашем северном крае наступило. И это очень хорошо. Сегодня будем сажать картошку. Хватит. Боялись морозов. Морозов как таковых не было. Было только около 0. Ну, может быть, -1, -3. Обещанных так и не было. Ну ладно. Хуже от этого не будет. Картошка в теплой земле вырастет быстрее, чем в холодной. Вода упала, и мы видим, в каких кустах стоял наш продольник. Вон наш продольник. Тут уже мелко. Вот кусты. А вот язь плавает. Вот он там вот. Он плавает язь. Сейчас мы его попробуем достать. Если это у нас получится. Сейчас мы попробуем его достать. Так, ладно, груз потом достанем. Сначала попробуем достать язя. А язя достать у нас навряд ли получится, потому что у нас зацеп. Так что достаем груз. Груз достали. Теперь как-то надо отцепиться от кустов. От кустов, от кустиков. Вот он наш язь. Так, если продольник не идет ко мне, значит я подойду к продольнику. К язю, то есть. Сейчас и потолкаемся и отцепим этот зацеп. Вот он наш язь. Я его вижу. Вот он пока плавает. Ну что? До язя мы добрались. Язек, иди сюда. Ну а зацеп мы отцепим позже. Сейчас этого дружбана. Опа, еле-еле держался. Еще, опа. А там мы видим еще яська в кустах. Там еще язь. Так что не рвем, а очень-очень аккуратно толкаемся. Попробуем еще взять одного язя. Отпускать его нельзя. Все. Мотор задевает даже дальше. Вот он наш язь. Сейчас мы подъедем поближе туда. Просто вода не упала, она просто провалилась, блин. Столько воды. Язь живой. Вот он в кустах. Вот он где-то был здесь, в этих кустах. Где ты? Он прямо наехал на него, получается. Вот он язь.
Ну как его взять, если крючок в кустах, а? Кто мне подскажет? Так, оставляем сачок. Выбираем продольник. Сейчас будем пробовать. Так, сачок для подстраховки. Не знаю, друзья, что у меня получится с этой затеей. Наверное, нифига не получится. Блин. Взять нельзя хоть, что ли? Вот там, на следующем продольнике, тоже вот ясь плещется на мелководье. Тоже попал. Так. Сачок для подстраховки. Запутал кусты. Так, я его за хвост поймал. Ай, вот так. Язя мы поймали. Язя мы поймали. И он уже отцепился, так что он был 100% мой. Ну, а сейчас будем разматывать зацеп. Вот он так вот напутал. Все. Все нормально. Теперь выбираем продольник. Отталкиваемся на середину. Переставляем продольник туда, поближе к середину. А на том продольнике у нас язь тоже есть. И мы его также попробуем потом достать. Когда вода резко падает, это тоже мало хорошего. Когда постепенно кидаешь и все. А когда резко, каждый раз надо каждый продольник выносить метров за 30, за 40 ближе к середине. Короче, лишний геморрой, короче. Вот. Ну ничего. Потихонечку переставим. Мой продольник получился. Вот там уже почти сухо, почти берег. Вот там берег. И вот мой продольник. И здесь был язь, я сам его видел. Он здесь плавал. Сейчас мы попробуем его поймать, если он еще не ушел. Так. Закрутил. Закрутил. Он уже походу ушел. А нет, вот он. Ладно. Отпускаем. Он еще плавает вот там. Сейчас мы его попробуем вытащить. Груз засыпан. Так. Блин. Вот он, видите? Блин. Ну давай, уходи быстрее. Зацеплен слабо. Возможно, уйдет. Блин, как бы я аккуратно не старался, все равно ушла леска под мотор. Ёшкин кот. Все нормально. Так, пока есть. И там второй. Один здесь.
О, этот ушел. Этот ушел, но ушел в сачке. Так. Что у нас со вторым? Где он? Я его не вижу. Я его немножко потерял. Крючок обломан. Так, вот он, вижу. Раз. Все спокойненько. Все классненько. Двух язычков мы достали в таких необычных, можно сказать, условиях мелководья, резко так наступившего. Вода падает очень быстро, но у нас улов тоже немедленно, но растет, можно сказать, тоже быстро. Он почти пол-ведерочка. Отлично. Вот еще один очередной продольник на мелкоте. Как мы видим, совсем на мелкоте. Ни на моторе не подъехать никак. И опять же, тут вот там прямо возле бутылки язь. Как его поймать, я пока не знаю. Что-нибудь придумаем. У нас уже опыт есть. Так, меняем палку. Опыт. Есть у нас опыт. Так, сейчас главное все это сделать быстро. Цепляем. Не попали. Цепляем. Так. Вот он, язёк. Ой, дружок. Да. Ну ты вредный язёк, дружок. Что, мотор упал? Ушел. Нет, не ушел еще. Ладно. Не получилось. Сделаем так. Идешь уже сюда ты. Блин. Все. Сошел. Но, видать, был мой. Если даже столько шансов он не использовал. Так, ну а теперь опять пойдет сейчас у нас долгое распутывание. Закрутил как мог. И так уносил, и так уносил. В мозги все выносил, блин. Ладно. Потихонечку распутаем. В общем, друзья, поняли, да? Продольники были у меня вот там вот, вдоль кустов, еще буквально неделю назад. Теперь они будут вот там. Все продольники выношу на середину. Вода падает. Не знаю, будет она, не будет прибывать. Но, как мы видим, здесь уже рыбачить пока нет возможности. Ну вот. Намучились мы с этим пологим берегом. Вынесли продольники. Теперь будет участок более глубокий. Будет проще. Смотрим. Смотрим, что у нас. А у нас рыбояз. Язёчек. Ну-ка, какой ты шустрый. Какие мы шустрые. При солнечной погоде они, ох, как видят хорошо. О, утащил под лодку. Сейчас мы его оттуда будем выманивать.
Вот так вот, вот так вот, вот так. Попрыгай. Поздняк метаться уже. Язентий. Так что вечером все-таки проверять. Язь меньше видит сачок, меньше в сумерках видит. При солнечной погоде он просто... У него обалденное зрение. У него осталось-то раз, и все. Еще чуть-чуть, и он ушел. Но он мой. И он не ушел. Так, ну что, распутываем. Немножко опять закрутил. Ух ты. Кто-то на берег утащил. Язь. Кто же еще может утащить продольник на берег? Хороший язь. Идет, идет, пока идет. Ну что ты нам скажешь, Язентий? Ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты, какой ты сильный. Ух ты, блин. Блин. Видит, видит, видит сачок. Гасится от него. Ну. И ты мой. Раз не смог уйти. Хорошо попался. Так, пора закрывать ведерочко, наверное, уже скоро. Скоро они начнут выпрыгивать у нас. Прикроем ведерочко. И рыбачим дальше. Так, у нас опять натяжка к берегу. Язь, если попадает, почему-то в берег тащит. Вижу дохлого ерша. Чувствую язя. Сейчас попробуем его без сачка, потому что сачок он видит. Вот так вот. Так-то оно лучше. Так-то оно даже лучше получилось. Кузовочек. Мой дружочек. Ершок в кузовок. Отлично. Мне нравится. Мне нравится то, что лето наконец-то наступило. Ее просто посадим картошку, начнем. Скоро начнем, друзья, другую рыбалку. А еще у меня есть кое-какие планы. Дней через 10, возможно. Не буду пока ничего говорить. Но, скорее всего, будет интересно. Если все получится, будет очень даже интересно. Это не продольники. Это поездка. Поездка очень далеко. Когда уже точно все определится, расскажу. Ну вот, друзья, закончилась наша сегодняшняя проверка. Сегодня проверка была, не скрою, тяжелой. Сегодня мы распутывали продольники. Сегодня мы переставляли продольники, потому что вода очень быстро упала. Но все-таки улов у нас сегодня есть. Наше пол-ведра мы поймали. Так что Сергей Башко сказал мне, когда я написал ему, что мне осталось рыбачить здесь дней 10, потом, скорее всего, придется продольники поднять. И вот Сергей Башко мне с Донбасса сказал, чтобы 10 дней есть, чтобы 10 ведер рыбы ты поймал. Будем стараться. Пол-ведра рыбы мы поймали. Осталось 9,5. Всем пока, друзья. Встретимся сегодня на вечерней проверке, потому что сегодня проверка была утренняя. До следующего утра и до следующего вечера тянуть точно не будем. Сегодня у нас день будет трудовым. Будем сажать картошку.
Ну а вечерком встретимся здесь же, на этом месте. Будем ловить озя. И не только. Всем пока.